Работа по поиску пропавших без вести ведется с начала Отечественной войны народа Абхазии. В 1994 году была создана Государственная комиссия при президенте республики. Комиссия начала составлять базу данных о пропавших во время боевых действий людях, в том числе и военнослужащих абхазской армии. Были опрошены сотни свидетелей, изучены архивные материалы судебно-медицинской экспертизы Сухума и больниц Абхазии. Проводились интенсивные переговоры с грузинской стороной с целью нахождения пропавших без вести или выяснения их судеб. В Абхазии за период грузино-абхазской войны пропали без вести до 200 человек. В 2011 году в республике начались работы по эксгумации тел погибших с целью их идентификации. Таким образом, в республике начала работать программа миссии Международного комитета Красного Креста согласно договоренности с правительством нашей страны. Неоценима роль движения матерей Абхазии за мир и социальную справедливость в поисках без вести пропавших. Председатель организации Гули Кичеба, как никто другой, знает, как важна данная работа и насколько психологически сложно заниматься этим вопросом. Она отметила, что потерявшие в войне своих близких не теряют надежды узнать об их судьбе. Для Абхазии 222 человека – это очень большая цифра. И надо сказать, что не все еще опознаны, но именно движение матерей при поддержке нашего государства. И, естественно, при самом настоящей такой вот поддержке и моральной, и материальной Международного Красного Креста, которые работали с первых дней начала войны и после окончания войны в Абхазии, неоценимый вклад они внесли. Я лично от себя и от имени движения матерей всегда их благодарю. По сей день вот такое тесное наше сотрудничество помогает. Они выполняют свою работу, ищут останки, а мы морально поддерживаем тех, и кто уже опознаны семьи, тоже нуждается в психологической поддержке, и те, которые еще, родители, которые еще ждут, тоже. Благодаря проделанной работе за прошедшие годы останки около 50 бойцов были идентифицированы и переданы семьям. В списках еще более 100 человек. Работа по поиску пропавших без вести будет продолжаться, отметил заместитель главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба. На встрече со студентами присутствовали и семьи пропавших без вести. Аида Хунели рассказала о своем 17-летнем брате Эдуарде Хунели, участнике Отечественной войны народа Абхазии, который пропал без вести 17 сентября 1993 года в Сухумском районе. Он был с БМПшниками, и рядом с ним всегда был Юра Куригба. Это взрослый человек, он был там, мне сейчас кажется, что 40 человек это не так взросло, но по сравнению с этими мальчишками он был как бы постарше. И в момент, когда Эдик прибегает, Юра сидит, обедает, подбегает Эдик, говорит: я пойду, вот ребята сейчас выезжают, там Блиндава куда-то, я с ними. Он говорит: не надо, оставайся. Нет, вот они едут, и я с ними. Ну ладно, говорит он, и едет с ними. Так получилось, что БМП обстреляли, резко развернулись, они возвращаются. Позже мне говорили, что все ребята, которые были в этом БМП, говорили, что они видели Эдика. Мы все вместе вернулись. Мы предполагаем, что когда Эдик не обнаружил Юру, он пошел его искать. И его взяли, и был человек, который видел в бинокль, как брали оттуда его. Но судьбы дальше мы не знаем. То есть вот эта боль, которая пока несут родители и близкие самые, это поколение уйдет. Но дальше в вас должен сохраниться вот этот огонь борьбы за независимость. Во всем мире по разным причинам пропадают люди. Никто и никогда не отнимет надежду у их родных и близких, что родственники могут вернуться живыми и здоровыми. Движение матери Абхазии за мир и социальную справедливость совместно с Международным комитетом Красного Креста издали 3 книги о пропавших без вести. В прошлом году была издана книга «Кого судьба не сберегла». Эта книга рассказывает истории о пропавших без вести. Эти истории были рассказаны семьями. Они не были переделаны и сильно отредактированы, чтобы сохранить вот эту аутентичность. Истории есть очень простые, но они очень берут за душу, потому что это искренние, открытые. И я очень благодарна всем семьям, с которыми мне довелось познакомиться.
многократно встречаться, проводить разные мероприятия. Мы издаем вот такие книги, книги памяти. Здесь, кстати, не о боевых каких-то его пути, а о том, каким он мог стать, какие они могли бы стать художниками, писателями, учеными, инженерами. Это все мы хотели студенчеству как бы показать, чтобы я больше чем уверена, что они такие же с чувством, с долгом относятся к нашей истории, к нашему прошлому. Но когда ты встречаешься с ними, это больше в них остается. И вот передать наш опыт, передать то, что мы каждый день как бы делаем, а делаем мы не для себя, мы делаем для будущих поколений. К без вести пропавшим нельзя пойти на могилы, им не воздвигают надгробные плиты, поэтому работа по их поиску очень важна. Алька Трапшнала Чинджери, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.